Доброе время суток, как ваши дела? Меня зовут Алгажан, и сегодня я хочу поговорить о том, как выучить казахский язык. Это видео для всех, кто хочет выучить казахский язык, для всех граждан Казахстана, а также для русскоговорящих казахов, которые не живут в Казахстане. Вот, как выучить казахский язык? В целом, я являюсь полиглотом, говорю на 4, 5, 6 языках, в основном 4 говорю свободно, а на пятом и шестом чуть-чуть хромает, потому что я ниже среднего знаю, потому что изучаю только 5-6 месяцев. И дальше буду изучать. Вот. И я много-много смотрю о людях, которые изучают и которые говорят на многих языках. То есть человек, который говорит на нескольких языках, как минимум 3-4, их называют полиглотами. Люди, которые говорят на 2 языках, называют билингва, на 3 трилингва, а больше 4 уже полиглот. А люди, которые знают 15-20 языков, их называют гиперполиглотами. Вот. И полиглотом может стать каждый человек. И это никакая сверхспособность. То есть и вы сможете выучить казахский язык. Да любой язык вы можете. В основном возникает проблема, многие люди не могут выучить английский язык. Вот. И сюда я припишу и казахский язык. Также например, есть казахи, которым трудно выучить русский язык. Это для всех. Видео общее, но название будет как выучить казахский язык. Хорошо? А сейчас я вам расскажу краткую теорию, как вообще изучается любой язык, чтобы вы поняли, чтобы вы смогли самостоятельно выучить, самостоятельно, не потратив никакие деньги. Смотрите, когда мы рождаемся, вот мы родились, маленький младенец. Умеет ли он писать? Он умеет писать, но не писать. Умеет ли он читать? Умеет ли он говорить? Вопрос. Конечно же, нет. Он не умеет ни писать, ни говорить, ни читать. А вы взрослый человек, вы уже умеете и читать, и писать, и говорить, и слушать. Вы умеете все, потому что вы взрослый человек. То есть это ваше преимущество над младенцем. Это для тех, кто говорит, что детям быстрее изучить иностранные языки, чем взрослым. Типа, многие говорят, мне 60, мне 70 лет, и я уже не могу изучать, что дети могут быстрее. Нет, это просто миф, это стереотип, это люди придумали, это наш мозг придумал, потому что мозг любит лень, и многие люди просто оправдывают свою лень тем, что кому-то что-то легче, и им это трудно, просто не способны. Вот и все. Вот, рождается младенец, то есть он не умеет ни писать, ни читать, ни говорить. А что он умеет? Он умеет слушать. А также он может видеть. А также он не умеет говорить, но он может кричать. Он может плакать, да? Громко плакать. Вот. То есть он умеет слушать, видеть и плакать. Издавать звуки. Если ему плохо, он издает какие-то звуки, дает сигнал, да? Вот. И как изучается вообще, как приобретается родной язык? А приобретается он тем только слушанием. Слушанием, да. Когда вы очень и очень много слушаете, 24 часа, ну ладно, ребенок много-много спит. Но где-то от 24 часов, где-то часов 12, 15, 16 спит. Остальные 5-6 часов бодрствует и слушает. Также он видит, да, он видит. Но в основном слушает через слух. Проходит какое-то время, и в основном, в среднем, через 12 месяцев, младенец, начинают говорить. Они начинают говорить, издавать какие-то звуки. Например, более развитые, например, у меня есть сестренка, или сам я тоже, мне родители говорят, что мы уже в 1 год, мы уже свободно разговаривали, просто на казахском языке. У нас был базовый словарь, мы активно разговаривали, общались в 1 год. Некоторым требуется 3-4 года, чтобы начать говорить. Да, это индивидуально. В основном после 12 месяцев люди начинают издавать какие-то звуки. Мама, папа, хочу кушать и так далее. Вот и все. То есть, если вы каждый день будете по 3-4 часа слушать казахский язык в этом случае, то через 12 месяцев вы уже начнете разбирать какие-то слова. Вы уже начнете понимать, понимание откроется, вы уже начнете
говорить. То есть сначала input, то есть вас входит, воспринимаете, а дальше вы уже воспроизводите. Да? Это уже раз, обратная связь, да, идет. То есть вы уже воспроизводите язык. Через 2-3 годика, в основном в 3 годика все говорят. По-маломайски все говорят. То есть, если 3 года вы будете каждый день по несколько часов слушать казахский язык, то через 3 года точно вы начнете говорить, а даже мыслить на казахском языке. Ваше понимание просто вырастет. А также вы начнете говорить. Это если... Ну ладно, сейчас. А в основном ребенку, когда 5 лет, в основном они уже идут в садики, в 6 лет они идут в нулевой класс. Да? И они к тому времени, 5-6 лет, они уже умеют свободно говорить на родном языке. Да, их словарный запас маленький, но они чисто говорят на родном языке. Так вот, то есть, если вы будете каждый день слушать, а также наблюдать, смотреть, то через 5-6 лет вы будете свободно говорить на казахском языке. Но если вы просто будете слушать, а вы же не младенец, правильно? Вы являетесь взрослым, образованным в основном человеком. Возможно, вы подросток, неважно. Вы уже умеете и читать, и писать, и вы осознанно идете изучению языков. Вы приходите осознанно. Дети не знают, почему они учат английский, учат русский или казахский. А вы осознанно, потому что знаете, что вам нужно для работы. Просто национальный какой-то культурный долг перед казахами, да, перед своими прадедами. Вот такой культурный долг отдаете. И вы уже знаете, почему вам нужно изучать казахский язык. Так что у вас есть огромное преимущество. Так вот, мы поняли, то есть язык изучается, приобретается через слушание. Это я вижу так. Вот, например, вы же видели все фильм «Убить Билла». Там девушка Ума Турман, она пробивала гроб, да? Я это вижу так. Когда я изучаю языки, поначалу я не понимаю. Но когда я каждый день по 15-20 минут слушаю, например, немецкий язык, и через 6 месяцев я начинаю понимать слова, я понимаю, что я постепенно пробиваю. И когда у меня нет мотивации, я когда слушаю, я не понимаю, я знаю, что я до сих пор бью. Я до сих пор пробиваю этот потолок. И когда через год я уже, когда вижу видео, я понимаю прям 70% всего происходящего. И то, что мне говорит спикер, то я знаю, что я пробил это дно. То есть вы уже пробили этот потолок под названием слух и понимание на иностранном языке. То есть вы уже понимаете иностранный язык. Это стоит огромно. В изучении любого языка самое тяжелое – это воспринимать на слух, потому что это требует природного усилия. Это природный процесс, и должны произойти природные процессы. То есть, например, говорить легче. Почему? Потому что вы можете выучить несколько слов и просто прочитать и сказать. Для этого не нужны никакие природные процессы. Но когда слушаете, вы не поймете ничего. Потому что нельзя просто тупо услышать что-то. Вам для этого потребуется, для мозга нашего, для разума, потребуется определенное количество времени. Да, можно, если вы выучите, например, слово hello, да, здравствуй, либо слово салем, да, в нашем случае салем, привет. Если вы будете много раз слушать, да, вы поймете. Но если большие предложения, то тяжело понять. Так вот, мы поняли, что нам нужно много слушать. Что слушать? Да, интернет вам в помощь. У нас есть интернет, доступ ко всему миру. А нам нужен только доступ к Казахстану. Есть каналы Казахстана разные. Там Казахстан Арна, Казахстан, Хабар. Просто смотрите сериалы на казахском языке. Смотрите казахские шоу, например, Түнгі студию. Ведет его Нурлан Куянбаев. Можете смотреть Түнгі студию. Сейчас есть YouTube. В YouTube очень много казахских подкастов. Казахи делают подкасты на казахском языке на разные интересные темы. Смотрите, вы можете саморазвиваться, смотря подкасты, потому что там дают определенные навыки. Просто слушайте подкасты. Также музыка. Слушайте музыку на казахском языке. Смотрите текст, переводите его, учите слова оттуда. А также смотрите кино и сериалы. Вот
Вот это 80%, возможно 70-80% всего обучения. Если вы будете это делать каждый день и в течение 5 лет, то вы будете уже свободно говорить на казахском языке, на уровне 5-6-летнего ребенка. Если вы будете просто смотреть и слушать. А если вы еще купите, например, книжку по изучению казахского языка самостоятельно, вы изучите правила, грамматику, сами каждый день будете учить по 5 слов, то вообще смело. В основном, чтобы выучить любой язык, требуется 3 года. Что значит выучить? Достигнуть B2 уровня, то есть выше среднего уровня. То есть достигнуть выше среднего уровня на любом языке, то есть говорить бегло, вам потребуется 3 года. На китайском, на японском, на казахском, без разницы. Потребуется только 3 года и все. А сколько слов вам нужно, чтобы говорить на казахском языке? В основном в среднем, чтобы говорить на среднем уровне, вам требуется 2-3 тысячи слов. 2-3 тысячи слов. Чтобы говорить хорошо, нужно 5000 слов. Вы думаете, блин, огромная цифра? Нет. Если вы будете каждый день изучать по 5 слов в день, ну, изучайте нужные слова. Вам не нужны слова, связанные с экономикой, связанные, например, какие-то слова с религией, с какой-то профессией, например, с медициной. Нет. Вам нужны слова простые. Я хочу кушать, есть и так далее. Я хочу идти спать. Также изучите слова по вашей профессии, по вашим интересам. Тогда слова вы быстрее выучите, потому что это нужные слова. А те, которые не нужные слова, вы потом выучите. Потом, позже добавите свой словарь. Вот. Если учить по 5 слов в день казахских, 5 умножая на 365, получается 1825 слов. Вы уже выучите за 1 год 1825 слов. Плюс вы будете смотреть сериалы, мультики, кино, слушать подкасты, слушать музыку. Это огромное количество информации. И через год у вас будет уже хороший казахский язык. Через 2 года 1825 плюс 1825 получится 3650 слов. То есть через 2 года вы будете иметь словарный запас на среднем уровне. Через 3 года у вас уже будет 5500 слов на казахском языке. То есть через 3 года у вас будет больше 5000 слов на казахском языке. Вы уже в течение 5 лет смотрели сериалы, кино на казахском языке, слушали подкасты, музыку. Вот и все. Вы уже свободно можете говорить на казахском языке. А если хотите практиковать, найдите родственников, найдите друзей казахов. Очень много казахов, казахи дружелюбные. Если парень, найдите девушку-казашку. Если девушка русскоговорящая, найдите парня-казаха и практикуйте с ним. Вот и все. Очень легко. Просто дайте чуть-чуть креативности. Начните думать более объективно. Выйдите из рамки. Вот и все. Вот так изучается любой язык. Вот и в этом есть секрет полиглотов. А если вы думаете, что полиглоты днем и ночью 10 часов в день изучают языки и ничего не делают, у них нету работы, а у вас нету времени, вы работаете, то это тоже оправдание. Время есть всегда. Просто проанализируйте, что вы смотрите. Возможно, вы смотрите очень много ненужного контента. В день найдется 15 минут изучения иностранных языков. И хватает, действительно. Просто выучить несколько слов. 10 минут. Посмотрели видео. 15 минут. Когда вы едете в автобусе, либо, например, едете на работу на машине, включите радио на казахском языке. 30 минут. На пробке стоите час, а вы час уже будете слушать казахское радио. Прикиньте, час практики слушания. Если вы моете посуду, готовите. Если вы убираетесь, включите казахский подкаст, музыку, сериал, аудиокнигу, все что угодно. И слушайте, используйте мертвое время. В основном полиглоты изучают языки с помощью мертвого времени. Вот и все. А также у вас всегда найдется 10 минут, чтобы сесть, прочитать книжку, изучить некоторые слова, записать. Вот и все. В этом и весь тайный секрет всех гиперполиглотов. И я всем вам желаю счастливого погружения в казахский язык, в казахский мир. Добро пожаловать! Барлықтарыңызға рахмет. Всем спасибо, что досмотрели. Теперь, я надеюсь, вы знаете, как выучить любой язык. Но ваша задача выучить казахский язык. Пишите свои комментарии, задавайте вопросы. Я сделаю еще одно видео по этой тематике.
если наберутся хорошие вопросы, адекватные, я сделаю еще одно видео, поделюсь с вами опытом. Всем спасибо и удачи. До скорой встречи. Сау болыңыздар ағайындар. Барлықтарыңызға рахмет.